В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. На треть снизилось число зараженных COVID-19 пациентов в России. Первый заместитель председателя правительства Якутии отчитался в прямом эфире нашего телеканала. Кузница дзюдоистов открыла двери для своих воспитанников в Удачном. Более чем на 30% снизилось общее количество пациентов с COVID-19 за последние 3 недели. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Тем не менее, цифра остается высокой – почти 800 тысяч человек. Положительная тенденция получена благодаря массовой вакцинации населения. Мурашко также сообщил, что февраль является знаковым переломным периодом в развитии ситуации с коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что относиться к этому стоит с осторожностью из-за предстоящего весеннего эпидемического сезона распространения обычных инфекций. Мы видим, что действительно коронавирусная инфекция отступает, и количество пациентов, находящихся под наблюдением за последние 3 недели, снизилось. Это в общей сложности более чем на 30%. Но, тем не менее, цифра остается высокой. Это почти 800 тысяч человек, которые сегодня наблюдают систему здравоохранения. Конечно же, массовая вакцинация повлияла на развитие эпидемического процесса, потому что те объемы вакцины, которые сегодня доставлены в регионы и уже привиты населению, это уже эпидемически значимый результат, поэтому мы и видим позитивный эффект от медицинских пособий, именно профилактических. Ну а в республике за последние сутки выявлено 87 новых случаев коронавирусной инфекции. Так, в столице обнаружено 35 случаев, в Мирнинском районе 25, в Тампонском 6, по 4 пациента с COVID-19 выявили в Алданском и Нижнеколымском районе, 3 в Нерюнгринском, 2 в Вилюйском. Кроме того, единичные случаи заболевания выявили в Горном, Ленском, Мегино-Кангаласском, Аймиконском, Алекминском, Татнинском, Хангаласском и Чурапчинском районах. Вместе с тем, власти региона сообщают о своевременном принятии антикризисных мер в начале пандемии коронавируса, что позволило стабилизировать ситуацию. Так, было принято 3 плана, которые смогли поддержать отрасль региона. Правительство обеспечило доходную часть бюджета, отметил первый заместитель председателя правительства региона Алексей Колодезников в прямом эфире нашего телеканала. Также он подчеркнул, что совместная работа Минфина Республики с Министерством финансов России позволила обеспечить все социальные выплаты. На момент начала пандемии в Якутии было 2 лаборатории, сейчас же функционирует 15. Также расширили койко-места в инфекционных отделениях с 485 до 3000. Очень важно, что мы обеспечили жизнедеятельность, потому что ни на один день, несмотря на влияние новой коронавирусной инфекции, у нас работа не останавливалась. Мы смогли подготовиться к зиме, обеспечили завоз, навигацию. Достаточно большие объемы были завезены. За время проведения прямого эфира отчета правительства поступило более 100 звонков. Большая часть вопросов касалась цен. Отмечается, что в этом году на все поступившие звонки получили ответ сразу во время прямого эфира. Ранее часть вопросов, не попавших в эфир, отправилась на обработку. Кроме того колл-центра, который был в эфире, который вы видели, сзади был еще дополнительный колл-центр. Сидела вся полностью на большом экране, вы видели, команда подведов, команда замминистров, управленцев. И тот колл-центр, который был сзади, то есть мы идем по пути цифровизации, поэтому в этом году вы видели, никто ничего не записывал, были ноутбуки, все забивалось в одну общую сеть. На той стороне сидели операторы, уже секретариат Колодезникова, они эти вопросы отдавали в подведы, то есть тем людям, которые непосредственно решают вопрос. Отзванивались уже во время эфира, то есть человек, если задал вопрос, а вопрос не успевает войти в эфир, он был отработан тут же на месте, не находя отказ.
Проект указа главы региона о социально-экономическом развитии города до 2032 года представил общественникам исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев. Среди основных направлений он назвал повышение коэффициента рождаемости, индекса качества городской среды, создание новых рабочих мест, ввод жилья, строительство дорог, обеспечение дошкольниками и общеобразовательными учреждениями. По предварительным данным, на реализацию указа выделят свыше 100 миллиардов рублей. Над стратегическим документом работали 7 групп, в которые вошли представители органов власти Якутии, города и общественники. В настоящее время он находится на согласовании. Тем временем более 5000 человек переселят в новые дома в этом году в Якутске. В программе значится 166 домов, это 42 тысячи квадратных метров жилья. Это дома, признанные аварийными только с 2012 по 2017 годы. Отметим, что проблемы испытывают собственники, купившие квартиру в уже признанном аварийном жилье, так как согласно новым поправкам в жилищный кодекс они не имеют права претендовать на новую квартиру, а только на получение выплат по фактической стоимости жилья. Поправки в первую очередь направлены на устранение злоупотреблением возможностями программы переселения. На сегодняшний день столичная администрация признает, что проблема существует не только в республике, но и в целом по стране. Мы должны, как городская администрация, выступить с законодательной инициативой, попросить депутатов городской думы, попросить народных депутатов Госсобрания Иль-Тюмен выступить с законодательной инициативой в Федеральную Государственную Думу для того, чтобы внести изменения в жилищный кодекс в части того, чтобы посмотреть, например, является ли это жилье для людей единственным. Просто если мы видим, что у человека это не единственное жилье, там 2-3 жилья, и, возможно, для него это был как запасной аэродром, то тогда, да, действительно, возможно, пусть по той же стоимости, которую он потратил. Но если для человека, для семьи, тем более для детей, это единственное жилье, я считаю, государство не имеет права поступать с ними так. Якутск объявили столицей международной акции «Тотальный диктант-2021». Сегодня города-финалисты конкурса за звание столицы акции представили защиту своих проектов перед экспертами. Напомним, в финал попали 6 городов – это Якутск, Рязань, Салехард, Саранск, Ярославль и Томск. При выборе города учитывались вклад диктанта в общество в плане науки, вовлеченность населения, презентация, роль предлагаемых мероприятий в развитии проекта. Таким образом, Якутск стал не только столицей акции, но и примет автора текста, который зачитает его 10 апреля на самой крупной площадке города вместимостью не менее 250 человек. Основной период сдачи единого государственного экзамена начнется 31 мая. В этот день выпускники смогут сдать географию, литературу и химию. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в 2 дня – 3 и 4 июня. Экзамен по профильной математике запланирован на 7 июня, по истории и физике – 11, по обществознанию – 15, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам запланирован на 18 июня. Информатику участники экзамена впервые будут сдавать на компьютерах 24 и 25 июня, а 28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ. Перейдем к новостям спорта. Более 140 человек участвуют в открытом чемпионате Якутска по масс-рестлингу. Соревнования проходят по 8 весовым категориям среди молодых и по 4 среди ветеранов. В этом году состязания проводятся без зрителей с онлайн-трансляцией в центре Мадун. 8 весовых категорий среди мужчин и 4 весовых категории среди ветеранов, спортсменов. Сегодня вот первый день мы проводим по системе с утешиловкой, то есть проигравшие ждут. Наиболее подготовленные, на мой взгляд, из Мегино-Кангласского, Усалданского лусов и города Якутска. Вот они сейчас, мне кажется, они самые подготовленные. Ну, есть и разных ребята, например, из Кобяйского тоже очень хорошо выступили сейчас.
А в городе Удачный открыли секцию дзюдо. Ежегодно ее посещают порядка 70 детей. Занятия проходят под руководством тренера высшей категории Николая Диденко. Среди его воспитанников призеры российских и международных турниров. Наши коллеги встретились с юными спортсменами. Санкт-Петербург, Новосибирск, Монголия. Скромные, на первый взгляд, плакаты, напоминающие достижения спортсменов, для начинающих стали мотивацией. В семье Артура Тулаева дзюдо стало традиционным видом спорта. Папа сначала занимался, потом брат, а потом я захотел пойти. Тебе нравится? Да. Что нравится? Кувыркаться и делать упражнения. Дзюдо – японское боевое искусство. В переводе с японского языка «дзю» – мягкость, «до» – путь. Мягкий путь. Заниматься этим искусством можно с 6 лет, записавшись в секцию культурно-спортивного комплекса «Алроса». Для занятия этим боевым искусством требуется специальный костюм – дзю-дога. Он похож на кимоно. Состоит из хлопчатой куртки, брюк и пояса. Николай Диденко, тренер высшей категории, воспитал более десятка призеров, среди которых Олег Ишимов, двукратный чемпион Европы. Есть и представительницы прекрасного пола. Уйгулаана хочет стать похожей на старших подруг. Братик меня сюда привез, мне понравилось. Я хочу научиться себя защищать. Возможно, совсем скоро на горизонте Олимпа зажгутся новые звездочки. Им предстоит продолжить плеяду ярких побед дзюдоистов культурно-спортивного комплекса «Алроса». Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». День зимних видов спорта отмечают сегодня в России. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 2015 году, в Сочи открылась Олимпиада. Отмечу, что праздник отмечался только в 2015, а в последующие годы его решено проводить в первые выходные после 7 февраля. К слову о зиме, канадский художник рисует геометрические узоры на полях снегоступами. Создатель рисунков, 62-летний Ким Асмусен, решил таким способом побороть пандемическую хандру. Пенсионер начал создавать эскизы в прошлом году и в общей сложности нарисовал около 20 работ. Для набросков художник использует специальную программу, и на данный момент самым масштабным его проектом является рисунок диаметром около 400 метров. К этому часу у меня вся информация. Не переключайтесь, берегите себя. Еще больше новостей на наших сайтах як24.ру и nvk-online.ru.